Инициатива запрета размещения агитационных материалов на коммерческих телеканалах вызвала немалый резонанс в журналистском сообществе. Пока члены избиркома руководствуются благими намерениями защитить зрителя от многочисленных роликов с обещаниями кандидатов, частные телекомпании опасаются значительного сокращения доходов. Для них государственных каналов средства от рекламы – единственная возможность существовать, не только платить зарплату, но и создавать передачи собственного производства. Последнее, к слову, одно из требований закона о телерадиовещании. Однако уже сегодня Центр избирком поспешил озвучить иную интерпретацию своей скандальной инициативы. Такое предложение было, но мы не пойдем против конституционных норм. И вообще у нас в Центр избиркоме нет полномочий что-то запрещать. Мы не можем одним телеканалам дать привилегии, а другим нет. Стоит отметить, что в институте омбудсмена, орган, в чьи обязанности входит как раз следить за соблюдением прав, гарантированных законом, причем не только людей, но и организаций, предложения членов ЦИК не поддержали. Так, юристы наблюдательного органа считают, что подобное заявление противоречит всем конституционным нормам о свободе слова, а также ущемляет права граждан в вопросе выбора тех программ и телепередач, которые они считают наиболее интересными. Данное предложение недопустимо, так как оно является ущемлением прав. Следует отметить, что для уважения прав и свобод человека гражданина в Кыргызской республике является основным и необходимым условием для создания правового и демократического государства, а также развитие и создание таких площадок равных, и равных условий может способствовать и содействовать только проведению чистых и прозрачных выборов. Вероятно, грядущие ограничения беспокоили и руководителей телекомпаний. По мнению директора одного из частных телеканалов Айбека Турдалиева, подобные запреты – это первый шаг на пути к тотальному контролю над деятельностью СМИ. Кроме того, запрет агитационных материалов может негативно сказаться и на самих кандидатах. Ведь ни для кого не секрет, что участники предвыборной гонки не меньше телевизионщиков заинтересованы в том, чтобы появиться в эфирах и частных каналов. С той целью, чтобы максимальное количество зрителей ознакомились с их предвыборными программами. Это не только ограничение в участии в президентских выборах частных телеканалов. Это следующий ход к тому, чтобы уничтожить и закрытие частных телеканалов. Так как частные телеканалы являются носителем свободы слова, таким образом они как-то взаимосвязаны. Кандидат вправе выбирать телеканал, соответственно, его рейтинга. К примеру, в регионах есть частные телеканалы, которые у них рейтинги лучше, чем, к примеру, столичные, бишкекские телеканалы. Таким образом, ЦИК на чем основывается, это непонятно. Оказавшись в гуще событий, Центр избирком поспешил оправдаться. Сейчас инициаторы утверждают, что их предложение просто неправильно истолковали. А значит, что так же, как и прежде, частные каналы наравне с государственными смогут размещать материалы агитационного характера. Сабина Дамаскина, Манас Бакешев, НТС.